Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что необычное приготовила для вас Вселенная? Загадайте, пожалуйста, на себя и на свое будущее. Хотите на ближайшее, хотите на отдаленное, кому как угодно. Загадывайте, настраивайтесь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, здесь в основании у меня два человека, которые друг другу подали руки, а в руках они держат огонь, который освещает им путь. Я так понимаю, что это отношения, у кого-то отношения есть и отношения непростые, а у кого-то наоборот все хорошо, но люди никак не могут сойтись, съехаться, встретиться в конце-то концов. И также есть зрители, у кого отношений и вовсе нет. Нет, и вы не ждете в ближайшей перспективе. Вселенная говорит, ты будешь в паре. Ты будешь в паре с человеком, который тебя достоин. С человеком, с которым будет очень и очень душевно, хорошо, тепло. Знаете, вот одно дыхание на двоих. На двоих. Если вы не могли соединиться по какой-то причине, вот, вы вдвоем зажжете этот огонь, да, вы осветите себе путь, как вам съехаться, сойтись, как вам быть вместе. У кого-то, например, запрет на брак, да, вот, либо вы, либо ваш возлюбленный человек никак не может решить этот вопрос, эту проблему. Совместно придумайте, совместно решите, будете вместе. Если вы никак не можете договориться, ну, спорите, ругаетесь, там, к разводу дело идет у кого-то, я вижу, все хорошо будет. Вы найдете выход из этой тьмы. Вдвоем совместными усилиями вы зажжете этот факел и осветите себе путь в счастливое будущее. Мои хорошие, не расстраивайтесь по поводу личной жизни. Вселенная приготовила для вас счастье вдвоем. Вот именно счастье и именно вдвоем. Хороший знак. Так, еще кошачья лапка вышла, очень большая. Эта лапка говорит о том, что вас ждет удача. А помимо удачи вы везде будете пользоваться какой-то вот прям мягкой силой. То есть добиваться желаемого не надрывно, не работая, не убиваясь, не страдая, не отдавая какие-то сумасшедшие суммы. Вот хочу, получаю. Вижу, да, нравится, беру. Вот так у вас идет. То есть, знаете, как перед вами открыты двери, перед вами открыты возможности. Вы интуитивным путем, либо при помощи, например, хороших людей, которые вас окружают, либо будут вам посланы в нужное время, будете идти к своей цели без надрывов, без тяжести, легко, знаете, так пританцовываючи. Мягкая сила, удача, удача в ваших делах, в ваших дорогах. С левой стороны. Этот знак особо отыграется у тех, кто в помине в глаза не видел удачи, кто сейчас находится, ну, либо продолжительное время находится, либо недавно начал себе испытывать, ну, негатив. Негатив, невезение, блокировки, либо какие-нибудь даже лишения. Вот для вас идет в особенности. Как награда. Награда за то, что просто так пострадали, либо по чьей-то злой воле, чьи-то козни, да, вот прям навредили вам. Я скрывать не буду, я вижу, что здесь кто-то под негативом находится, либо под сглазом. Вот как досталось вам несправедливо это воздействие, вот было на вас наложено, теперь вам Вселенная скомпенсирует. Ну, вы знаете, да, где-то убыло, где-то прибыло. Всегда сохранение, вот закон сохранения энергии, он всегда работает. Вот у вас отобрали вашу удачу, вам Вселенная теперь это все скомпенсирует.
компенсирует, причем в каком-то двойном, тройном размере. Мои хорошие, готовьтесь. Также с левой стороны человек с ключом, с огромным, смотрите, с огромным ключом в руках. Это вы. Ключ. Вы в голове сейчас не имеете этой информации. У вас даже нет никакого представления, от чего может быть этот ключ. Этот ключ, он настолько большой, настолько судьбоносный, он способен открыть все двери, все замки, все двери для вас. Что это будет конкретно? Ну, я не могу. Если в персонале, я бы вам сказала. А так на большую аудиторию я не могу сказать. Я лишь только могу вам сказать, что вы с этим ключом добьетесь всего того, что было вам недоступно, что было от вас закрыто, скрыто, спрятано. Понимаете, откроете все двери, и все будет вашим. Особенно это играется у людей, у которых нет жилья. Вот у вас нет своего жилья по разным причинам. Разные могут быть причины. Тут мы не будем ковырять, да, потому что вижу, для кого-то прям болезненная причина идет, почему у вас нет жилья. Жилья нет, и это плохо. Но ключ, этот огромный ключ, говорит о том, что жилье у вас будет. И именно ваше жилье. Не съемное, не арендованное, не знаю, кем-то данное на время пользоваться. Именно ваше, личное ваше жилье. Вы будете хозяином либо хозяйкой этого жилья. Кстати, у кого-то отыграется, что это ключ от вашего, например, офиса, да, либо от вашего там, кафе, от вашего предприятия. Да? Возможно, у вас есть мечта, желание что-то построить свое, какой-то бизнес организовать. Может быть, вы сейчас ищете какие-то площади, чтобы открыть какое-то свое дело. С этим ключом вы откроете все двери. Поверьте, ключ идет лично вам, в левой стороне. То есть, как говорится, ни сном, ни духом. Придет оттуда, откуда совсем уж не ждали. Прям представить себе даже не могли, что бывают такие ситуации. Это Вселенная. Здесь, знаете, сколько вариантов. Главное, что дает. Вот, знаете, не берет, а дает. Вот это самое главное. Так, давайте по правой стороне немножечко пройдемся. Здесь, смотрите, ребеночек. Прям ребеночек. Ну вот видите, как в матке ребенок. Мужчины, простите, извините за подробности, да и женщины тоже. Но я должна это сказать. Вот у кого-то зародится новая жизнь. У вас зародится новая жизнь, либо от вас зародится новая жизнь, если вы мужчина. Также, возможно, у кого-то из ваших самых близких, да, зародится новая жизнь. Очень хорошее событие, и опять же, это дар Вселенной. Ребеночек родится очень необычный, уникальный, с уникальными дарами, с уникальными способностями, красивый, здоровый, талантливый, счастливый. Понимаете, этим ребеночком награждают. Особенно вот для тех, кто очень долго ждал беременности своей, либо, например, кого-то из близких людей. Может быть, вы, мужчина, очень долго ждали, пока ваша женщина забеременеет. Просто лялечка такая классная идет вам. Замечательный знак. Так, еще. Здесь сногсшибательная победа над каким-то злым человеком. 2 Виктории и 1 шестерка. Очень громкая победа. Знаете, как говорят там, одним пальцем, да. Суждено, вот прям суждено вам не только победить, но как даже добить этого своего врага, своего недоброжелателя. Я говорю в переносном смысле. Не пугайтесь, не надо пугаться, да, это идет переносный смысл. Вы как-то прям с ловкостью, с хитростью, со смекалкой этого врага своего одолеете. Даже если силы совершенно не равны. Причем мне идет ситуация, знаете, какая, что Давид и Голиаф. То есть вы Давид и огромный Голиаф, мерзкий, противный, пользуясь своим, например, преимуществом в силе, в росте, в весе, да, и такая неравная борьба, но именно вам суждено победить, и вы победите. Вам прям со всех сторон будут помогать. Вам будет помогать и Вселенная. Вам будет помогать и природа, и люди. Вот знаете, как все за вас будет. Все будет за вас, и вы победите. Причем, знаете, как вижу? Вижу, что у вас ситуация сейчас не совсем на вашу пользу. Все выглядит так, как будто бы вы проигрываете, либо вам кажется, что вы проигрываете.
Но в последний момент, как говорится, в последнюю битву, в крайнюю битву вы победите. Ой, как победите. Враг ваш будет полностью повержен, уничтожен, изничтожен, растоптан, ну просто в праху уйдет. Такая победа идет, очень хорошая. Кем бы ни был ваш враг, чего бы ни касалась эта ситуация, у кого-то эта ситуация, у кого-то конкретный человек, но вы победите. Кому-то вот суждено прям систему какую-то победить. Систему, ну, например, там система правительства, какие-то организации с адвокатами, с деньгами, с связями. Да, вот вам суждено победить и одержать свою громкую победу. Очень классное событие. Кстати, это событие чуть попозже случится от той даты, которую вы загадали. Здесь вам потребуется собирать какой-то ресурс, я так понимаю, энергетический ресурс, либо, возможно, даже что-то где-то, ну, я не знаю, подкупить, да, подкупить какой-то информации, может быть, каких-то знаний себе закупить. Вот какой-то как дополнение должно быть к тому, что вы уже имеете и знаете. Победа за вами идет, стопроцентная победа. Так, еще Вселенная. Вселенная готовит вам какую-то незабываемую встречу, либо какое-то очень важное предложение. Это предложение идет от человека на букву «Д», либо вместе на букву «Д» называется это место. Вот вы встретитесь, либо разговаривать будете, либо это предмет разговора на букву «Д». Знаете, как там все будет для вас? Вот ситуация развернется именно под вас и для вас. Вас даже как туда приглашать будут. То есть не вы ищете встреч, а вас туда зовут, вас приглашают, и все для вас решается самым лучшим образом. Вообще над вами звезда горит, ваша звезда над вами горит, ваша путеводная звезда. Я хочу, чтобы вы об этом знали, никогда не забывали. Вы замечали по жизни иногда, как будто бы ведут. Ведут, да. Иногда вы сами для себя, не понимая, куда-то идете, либо что-то делаете, а потом понимаете, что это было важно, это было полезно, это дало вам какой-то замечательный результат. Вот ваша путеводная звезда очень часто вас водит. Вернее, даже так, не водит, а выводит, из тупика выводит из каких-то сложных моментов. К вам кого-то приводит важного. То есть это хорошо, это очень хорошо. Так, еще. Что-то вы вырастите своими руками. Мне больше идет, как будто бы это какой-то труд, какая-то работа. Ну, кто-то, возможно, занимается тем, что выращивает растения. Там, может, животных вы выращиваете. Возможно, вы каким-то бизнесом занимаетесь, либо какой-то деятельностью вы занимаетесь. Вот результат ваших вложений энергетических, физических, моральных будет просто потрясающий. Он вас возвысит, и он вас прославит. Прославит. У кого-то в интернете будет слава, у кого-то в регионе, где вы проживаете. Но прям о вас будут говорить. О вас будут говорить, и вы как герой идете. Человек, который сам себя сделал, да, либо человек, которого никто не верил, но человек добился. Вот что-то вырастил, что-то сделал. Может, даже это какая-то идея. Смотрите, у кого-то даже отыграется, что вы что-то сами придумаете, разработаете, и это будет не только для вас, но и для других, например, помогать другим людям. Опять же, это общая отсыпка. Мне очень сложно сказать, что это конкретно будет. Вы все разные, каждый по-своему уникальный. Вот что точно скажу, это то, что вы раскрываетесь. Вы раскрываетесь миру, вы открываетесь Вселенной. Вот то, что Вселенная в вас вложила, оно все дает результат, оно все прорастает, оно вырывается наружу, оно вам помогает, оно вас ведет, оно вас подталкивает. Сильная энергия идет. Вот вообще на ближайшее время идет открытие энергетического такого фронта сильного, который вас будет заставлять, мотивировать и подталкивать к каким-то важным для вас достижениям, действиям, ситуациям, встречам, знакомствам.
Знаете, иногда будете думать: боже, а что я тут делаю, да, как я сюда попала, почему я сюда пришла, да, либо почему я здесь сижу, тут общаюсь с этими людьми. Даже такие ситуации будут. Водят, вас за руку водят, понимаете, за руку. И если у человека, например, тяжелая карма, то его, извините, по протоптанным дорожкам ведут строго по регламенту, строго по карте, а у вас нет. У вас нет, вам выбирают лучшие места, вы лучших людей, вас туда помещают, вас туда подводят. Так, еще один очень важный момент, который нельзя не отметить, это птица. Птица просто прекрасная, она похожа на аиста, но это не аист, это что-то получше. Это птица Феникс с левой стороны. Знаете, есть на отсыпке люди, которые очень пострадали, либо люди очень больные. Ну вот физическое состояние, да, вот какая-то болезнь, какое-то заболевание. Эта птица, она всегда указывает на либо полное исцеление, либо на полное как возрождение, обнуление и возрождение. Мы не говорим сейчас про перезагрузку, вот как кто-то мог подумать, там, типа перезагружусь, пойду дальше. Нет, это можно сравнить, знаете, как человек погиб, да, обнулился и потом заново родился, возродился. Вот птица Феникс об этом говорит. Есть люди, вот зашли на мою отсыпку в очень тяжелом состоянии, в очень плачевном положении. И есть люди, которые с очень тяжелыми диагнозами, либо подозрениями на тяжелые диагнозы. У вас птица Феникс, вы возродитесь. Вы возродитесь. Если, например, ваш диагноз, ну, очень тяжелый диагноз, либо подтвержденный, либо не подтвержденный, вы вылечитесь. Вы вылечитесь, у вас будет стойкая ремиссия. И все будут разводить руками и говорить: ну фантастика, ну это же чудо, как же это произошло. А я вам скажу, как это произошло. Вселенная даст вам силу, Вселенная даст вам волю к тому, чтобы победить эту болезнь, эту напасть, это тяжелое состояние. Люди, которые лишились всего, потеряли все, в плачевном состоянии сейчас находятся, да, как не понимая, жив или мертв, да, вот ничего уже не хочется, руки опустились давно и надолго. У вас идет возрождение, Вселенная вдохнет в вас жизнь, и вы, как птица Феникс, из пепла восстанете и полетите к своей мечте, к своему счастью, туда, где хорошо, где тепло, где начнется новая жизнь, прекрасная новая жизнь. Девочки, еще такой момент скажу. Здесь есть женщина, либо несколько женщин даже, кто пережил тяжелое предательство мужчины. Прям тяжелое, вот прям ножом в сердце ударил. Да, еще эту ручку, знаете, в сердце вставил и провернул, вот так, чтобы максимально вам больно сделать. Слушайте, мне аж прям плакать захотелось. Успокаивайтесь, а то я сейчас тоже с вами вместе буду рыдать, и отсыпка у нас сразу же закончится. Вам, мои хорошие, вы и есть эта птица Феникс. Вы не только отпустите этого человека, вы не только сотрете из своей памяти эти воспоминания, не только вылечите свое растерзанное сердце, вы еще любить будете. Любить так, как никогда раньше не любили. То, что вы сейчас скажете: да нет, я же этого любила, вон всю себя отдала. Нет, так вы еще не любили. Вам такая любовь идет. Лебединая, мои хорошие, лебединая. Человек, ну просто золото. Вы сами себе завидовать будете, какой у вас партнер будет. Вот видите, вот она, птица Феникс, стоит за женщиной, а вот он мужчина, а они единое целое. В левой стороне это все вышло, потому что вы сейчас в это не верите. Вот я вам сейчас рассказываю, а вы меня слушаете и мне не верите. И думаете: да ну, красивая история, да, хорошая сказка. А на самом деле это ваше будущее. Я уже говорила, повторю еще, мне не лень.
У меня есть особый дар. Я своими словами могу прикликать как доброе, так и плохое. Мои хорошие, поверьте, счастливой вам быть, возродиться и быть счастливой. Кстати, у кого-то еще по этому знаку отыграется, что вернется тот, кого вы считаете погибшим, умершим. Вернется этот человек живой, здоровый. То есть человек возродится вот в вашем сознании, да, тот, с кем вы попрощались навсегда, вернется. Кажется, что какая-то может быть ошибка, описка, подмена, либо просто кто-то кого-то вел в заблуждение. Это кого-то прям отыграется, что человек вернется. Это, конечно, у единиц, либо у одной женщины. Мне вообще единицу показали. Значит, один человек, кто есть на этой отсыпке, либо посмотрит, в принципе, эту отсыпку за все время, пока она будет на Ютубе. Но вот прям вернется тот, кто считается погибшим, похороненным. Этот человек придет. И будет счастье. Будет такое счастье, какого никогда не было. Самый счастливый день. День, который открывает новую счастливую жизнь. Так, мои хорошие, смотрите, какая у вас тут огромная птичка. Птичка, которую вы будете растить, оберегать. Птичка это будет нести вам яички. Птичка, курочка, может быть, фазанчик, да? Не показали, что это за птичка, просто показали, что она сейчас маленькая. Но птичка готова нести яички. Под вашим чутким руководством, при вашей заботе, при вашем внимании яичек будет очень много. Яйца — это материальные блага. Это деньги, которые вы можете зарабатывать, получать, какие-то дивиденды, какие-то выплаты. Вот именно для вас идет материальная база. Но эту материальную базу вы будете создавать сами. Либо под вашим чутким руководством будет создаваться эта материальная база. С деньгами вы будете. Эти деньги будут ваши. То есть вы ими будете распоряжаться. Например, они будут на ваше имя приходить, на вашу карту приходить. И будут приходить постоянно и регулярно. Возможно, вы уже сейчас над этим работаете и добиваетесь. Да? Кто-то добивается каких-то льгот, кто-то добивается субсидий, кто-то добивается каких-то выплат, дивидендов, опять же таки. Возможно, вы куда-то только подали документы, чтобы вам регулярные были денежные поступления. Будет. И птичка это будет нести вам эти яички, эти деньги будут вам приходить. А тут Вселенная говорит, тебе открыто. Тебе открыто, ты этого заслужила, ты этого достойна. По всем правилам ты должна это получить. И ты это получишь 100%. Так, и еще я у вас вижу поездки. Поездки, может быть, это какие-то деловые поездки, а возможно, это и путешествия, в которые вы будете постоянно, регулярно ездить в разные места, в разные локации, познавать этот мир, любоваться его красотами. Ну а кто-то будет действительно разъезжать по командировкам. Да, может быть, у вас работа такая будет связана с командировками, с поездками. Это интересно. Вселенная говорит, посмотришь мир, себя людям покажешь. Очень много нового, интересного узнаешь, увидишь, попробуешь. Особенно те, кто особо никуда не выезжал, кто дальше, например, своего города, либо своей страны никогда не выезжал. Вот для вас идут какие-то поездки, путешествия. Кстати, у кого-то есть мечта в каком-то месте побывать. У одних, например, это дом, ваш дом, да, дом ваших родителей, может быть, там историческая родина. У других какая-нибудь экзотическая точка на земном шаре. Вот она исполнится 100%. Вселенная говорит, ты поедешь. Даже если сейчас кажется, что это невозможно, там денег нет, там, не знаю, там дороги закрыты, перекрыты, ты все равно поедешь. Ты
ты там побываешь, мечту свою 100% исполнишь. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите, пожалуйста, себя. Всем пока-пока.